Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Что в вашей жизни обязательно будет? В будущем, в ближайшем, отдаленном. Вот что вам по судьбе иметь? Да? С чем вам быть, с чем вам, как говорится, жить. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что в моей жизни обязательно будет. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, смотрите как. И дракон нам вышел. Интересно. Интересное какое-то сочетание у вас идет. Вам и волк вышел. Волк и дракон. Волк и дракон. Ладно, давайте будем разбираться. Какая-то необычная прям отсыпочка, энергетика такая, знаете, мурашит прям. Непростые люди ко мне пришли с непростой судьбой. Да. Смотрите, мои хорошие, что я вижу на сегодняшний день? На сегодняшний день я вижу разруху, пустоту, одиночество и разочарование. Прям беда. Беда. Как-то очень нехорошо у вас сложилась в жизни судьба. Либо сейчас в моменте вы сидите, да, и думаете, что ну вроде как-то жизнь-то жилась, но что я имею? Мне сейчас грустно, мне сейчас плохо, у кого-то со здоровьем прям беда, у кого-то по финансам, ну мышь в холодильнике, извините, повесилась, да, либо в кармане. А кто-то совершенно будет чувствовать себя прям безумно одиноким человеком. Кто-то никак не может отойти от какой-то беды. Беда произошла. Беда. Может быть, даже какое-то предательство. Подставили вас, как-то очень плохо с вами поступили. И сейчас состояние, ну, просто птички с поломанными крыльями. Вы вроде как живете, но эта жизнь, она радости не приносит. Да? Хочется летать. Душа просит полетов, а крылышки-то сломанные. На сломанном крылышке не полетишь. Ой, прям тяжело, знаете, вот прям как давит, груди давит очень сильно. Кстати, у кого-то очень мигрень разыгралась в висках. Виски давят, в груди давит, в висках давит, боже. Какое состояние у вас тяжелое. Да, сами, наверное, себя спрашиваете, что я сейчас здесь делаю, да, зачем я это все смотрю. А вас ангелы привели. Вас на мою отсыпку привели ангелы. Вам нужна надежда. И я вам эту надежду сейчас передам. Не дам, это не я вам даю надежду. Это я вам передаю от высших сил эту надежду. Смотрите, мои хорошие. По дракону. По дракону вам суждено встать на ноги. По дракону вам суждено, и летать. И быть при статусе в таком серьезном положении, да, вот прям добиться, получить, отвоевать, отстоять себя, понимаете, показать, самоутвердиться. Вот что вам суждено по этому дракону. Волка вам показали, но волк это как оберег, как тотем, либо как очень верный и надежный друг, тот, кто вас будет поддерживать, тот, кто будет вам помогать. Вам, кстати, волк с 2 хвостами вышел. Но я так понимаю, вам от высших идет. Либо ангел у вас очень сильный, либо духи рода у вас прям такие боевые. И плюс человек, отдельно это будет человек. Человек очень надежный, очень верный. Человек, который, как говорится, и лишнего не спросит, и в беде не бросит. Такой человек вам идет.
еще не рядом, нет, придет только немножко попозже, может быть, в течение нескольких там месяцев, да, этот человек до вас дойдет. Человек ни на кого не похож. Таких раньше людей в вашем окружении не было. Не было. Вы даже подумать не могли, что такие люди существуют. Человек произведет на вас какое-то невероятное впечатление. Плюс благодаря этому человеку у вас, ну вот как переоценка ценностей происходит. Идет такое полное смещение, либо замещение ваших ощущений, ваших мыслей. Вы даже думать по-другому будете. Мечтать о другом будете. Да, это человек. Человек, который так сильно на вас повлияет. Влияние очень положительное, очень хорошее влияние. Светлое идет влияние. С правой стороны вышел. Так. Дракон. Давайте вернемся к дракону. Дракон у вас сильный, с крыльями и с таким достаточно увесистым телом. Значит, по дракону это однозначно финансовый успех, это однозначно вот работа в руках, дело, причем дело свое. Либо вы действительно свое дело откроете, своим бизнесом будете заниматься, либо вот то, чем вы будете заниматься, работа, да, на кого-то вы будете работать, это будет именно вашим делом. То есть вы будете очень таким экстра-классом, профессионалом в своем деле. О вас люди будут говорить, легенды слагать, да, на вас равняться, к вам стремиться. Вот такая идет ситуация. Это обязательно у вас будет по этому дракону. Проблемы, вот то, что по деньгам, по вашей реализации, по вашему статусу, значимости, это все порешается. Порешается обязательно. Дракон вам это обещает. Кстати, дракон — это очень серьезный знак возмездия. Возмездие врагам, возмездие тем, кто с вами очень плохо поступил, тем, кто вас обидел, тем, кто, не знаю, словом, делом, мыслью, да, кто вас, вернее, сомневался, либо кто действительно вас там шпынял, потрунивал, может быть, действительно какие-то неприятности вам причинял. Вы своих же вот этих вот недоброжелателей, врагов вы накажете. Кто-то накажет какими-то действиями. Драконы, они же как огнем плюются. А кто-то накажет тем, что вы добьетесь, очень многого добьетесь. То есть люди делали вам гадости в надежде, что вы скоро сломаетесь, да, не выживете, а вы наоборот вот в дракона превращаетесь. Да, не поздоровится вашим врагам. Тут и по физической части, и по моральной. Покажете вы им, кто тут мама. Интересно посмотреть будет на ваших врагов, что с ними случится после вашего такого триумфа, громкого триумфа. А врагов у вас предостаточно. Вот как-то нажили вы за жизнь достаточно много. Вот даже особо молодые, да, люди молодые, там 18, 20 лет, 30 лет, вам вот прям не повезло. Много нехороших людей вы по жизни повстречали. Многие на вас вот с завистью, с таким негодованием, с претензиями вот прям смотрят на вас. И руки к вам, видите, тянут. Кто побольше, кто поменьше. Но вот фигурки есть, много есть. Кому-то вы мешаете, кому-то вы неприятны, кто-то вот прям мечтает, может быть, место ваше занять. Но таких людей достаточно. Вы знаете, вы для этих врагов, вы для них были как лакмусовая бумажка. То есть бумажка, которая все проявляет. Проявляет в человеке и хорошее, и плохое. Вот они не выдержали проверку вами. То есть они проявили все свои плохие качества. Неспроста это все происходило. То есть у людей был шанс, была возможность перед высшими оправдаться и показать, что не настолько они плохие, как это все выглядит. Но они не справились. Они не справились, они вас обижали, они вас притесняли, они всячески вам тут мешали по жизни. За это они будут наказаны. Обязательно. Вам еще очень много интересного предстоит увидеть, в частности, как будут наказывать высшие ваших врагов. Кого-то будет жалко, кому-то захочется, знаете, как прийти притопить, еще больше помочь высшим силам. Но это будет. Это будет. Вам предстоит убедиться, что справедливость высших сил, она
неотвратима, и она очень жестокая. Вот, чтобы вы понимали. Много еще повидаете. Но это не с вами связано. Это связано именно с вашими врагами и недоброжелателями. Кстати, здесь у меня есть женщина, с которой мужчина просто невероятно плохо поступил. Много беды принес этот мужчина. Много боль, беда. Кто-то до сих пор расхлебывает все эти последствия отношений с этим человеком, а кто-то еще с этим человеком даже вместе находится, от него мучается. Значит, девочки, у него начнется все с закона. Проблемы с законом, там его очень крепко возьмут за причинное место. Ну а потом уже как следствие у него будут очень серьезные проблемы по здоровью. Вот, чтобы вы там не думали и не переживали. Даже если он сейчас живет в другой семье с другой женщиной, и все внешне выглядит шикарно, поверьте, это лишь картинка. Совсем чуть-чуть времени, и там его возьмут за кокушки, и он уже не вырвется. А вы информацию будете постоянно получать. Вам кто-то будет постоянно об этом сообщать. Может даже так случиться, что та женщина, с кем он живет, к вам будет приходить и просить вас там помочь, там что-то сделать. Вот это будет юморина. Вот это вы будете наслаждаться этими новостями и думать, вот так вам, паразиты, и надо. За то, что жизнь мою загубили, за то, что со мной так поступили. Да, очень много, кстати, хвалы вы высшим силам выскажите. Это будет. Это обязательно будет. Так. Ладно, не будем о грустном. Вашим врагам туда и дорога, куда их высшие силы ведут. Каждый заплатит ровно столько, сколько сделал, ни больше, ни меньше, но плата будет высокой. Тут говорю, как вижу. Так, что в вашей жизни обязательно будет? Счастье в вашей жизни обязательно будет. Любовь в вашей жизни обязательно будет. Это будет. Вы видите, вот вы стоите человек, который не одинок, у вас и с одной стороны есть люди, и с другой стороны у вас есть люди. И тех, и других вы держите за руки. Вернее, даже не за руки, а как на руках держите. Вот как люди обнимаются, вот за спины обнимают, за плечи обнимают. Это вы и ваша семья. Даже если вы человек абсолютно одинокий, и сейчас, так случилось, с вами рядом никого нет, вот оно ваше будущее. Видите, вы в центре, вы центр притяжения, понимаете, к вам люди притягиваются. Здесь как и семья, пара, любовь, новый брак, так и, смотрите, как дети могут быть, может быть, приемные дети, может быть, от мужчины у вас там семья большая идет. Вы одиноки абсолютно не будете. Вам обязательно предстоит испытать на себе роль, такой вот, если смотрят меня женщины, да, хозяйка жизни, такая вот дородная матрона, у которой огромная семья, и вы глава этой семьи, вы как доминанта выходите. Если смотрят меня мужчины, хозяин жизни, отец большого семейства. Это ваше будущее. Здесь нету одиночек, здесь нет людей, которые там живут в каких-то там философских размышлениях, сами себе там жизнь свою создают, да, никто им не мешает. Нет, наоборот, здесь шум, здесь смех, здесь веселье, здесь обилие улыбающихся лиц и рук, которые тянутся к вам, глаз, которые на вас смотрят. То есть ваше место, оно ключевое идет. Ключевое. Вы управляете всеми процессами, вы контролируете, вы любите, вы помогаете, вы участвуете. Жизнь полноценная, жизнь через край. Кстати, у кого-то отыграется действительно как обретение какой-то огромной шумной семьи, большой семьи, много людей. Может быть, даже это не семья, это какой-то коллектив, но это выглядит как семья. То есть люди как родные, относятся друг к другу как родные, любят, уважают и ценят. Это обязательно будет. Дальше, мои хорошие, идет, кому-то прям идет отъезд, переезд, а кому-то идет иммиграция. Иммиграция, когда вы действительно переезжаете, уезжаете, как-то конкретно все меняете и на новом месте с чистого листа. Там, где вы находитесь сейчас, скорее всего, вы не останетесь. У вас все равно идет какое-то перемещение, идет передвижение.
Даже вплоть до того, что вы, ну, например, в соседний дом переедете, да, либо на соседнюю улицу. Ну, а кто-то действительно поедет за 1000 километров от своего дома. То есть вам обязательно нужно пережить эту дорогу, этот переезд. Для вас это идет вот переломный момент. Вы закрываете один блок жизни, то есть прощаетесь, да, с определенным периодом, период там, хороший плюс-минус плохой, вы его закрываете, вы переходите на новый. У вас вот четко будет грань, да, когда вы переезжаете, перемещаетесь с одного места на другое. Для вас это идет во благо. Переездом, перемещением вы открываете новый виток. Да, вы входите в новый виток в вашей судьбе. Это очень классно будет. Вот прям так заметно будет. Вы прям будете удивляться, вот насколько это заметно. Так. Угу. Интересно, вот показали мне... Но вот я не могу понять, то ли это дом, то ли это какое-то жилище. То, что ваше, то, что является центром вашей силы, да, вы силы черпаете с этого места. Но это похоже на дом. Дом. Ваш личный дом. Это какое-то помещение идет, ну, похоже на дом. Я так понимаю, что обязательно у вас будет свой дом, ну, либо квартира, да, у кого как отыграется. Это будет именно ваше, вот 100% ваше. Не кто-то вам позволяет там жить, не кто-то вас там пустил, а именно ваше, вот чисто лично ваше. Вот что идет. Пути, по которым это придет, они разные у всех будут. Но вам это идет вот именно больше похоже на дар. Дар, вот как вам дают это. То есть вы не строите, вы не покупаете, вам дают. Дают и все, говорят, вот теперь на, это ваше, да, это твое, живи. Живи, будь хозяйкой. Вы так хорошо преобразите это место, такую работу проведете колоссальную. Вы под себя сделаете. Так уютно, красиво, идеально, вот под себя будете делать. Так. Что еще обязательно будет? Обязательно будет ваша реализация. Но эта реализация, она, вот знаете, за мораль отвечает, за этику, за искусство, за ваши таланты, за вашу, я не знаю, коммуникаторскую какую-то способность. Вам нужно будет себя в чем-то раскрыть. Либо вы сами будете себя раскрывать. Неважно, сколько вам лет. Вот не цепляйтесь никогда к возрасту. Вот кто-то сидит и думает, ой, ну, конечно, я сейчас вот 60 лет начну себя раскрывать. Начнете. И в 70 начнете, и в 80 начнете. Пока человек живет, все возможно, и все будет. Вот. Поэтому даже не думайте. У вас идут какие-то определенные условия, либо вот столкнетесь вы с чем-то, с кем-то, может быть, столкнетесь, когда вам придется себя раскрыть, когда вам придется вот просто изнутри, вот из себя что-то вот сначала будете выдавливать, да, там, стесняться, может быть, запинаться, а потом оно само пойдет. Вы будете сами себе удивляться, вот как у меня все такое на изи получается. Быстро, легко, вот прям как от зубов отскакивает. Чем-то вы будете блистать. Кто-то, может, лекции начнет читать, может быть, вы учить будете, обучать, давать уроки. Может быть, вы петь начнете, там, не знаю, на музыкальном инструменте играть, там, картины писать, какие-то вот вещи, может быть, руками делать. В чем-то себя очень реализуете. Это именно идет для души для развития. Раскрытие своего таланта, раскрытие своих способностей. Кстати, кто-то у меня здесь и экстрасенсорные способности откроет, да, способности к эзотерике. Почему нет? Это тоже талант, это тоже врожденная особенность. Запросто, мои хорошие. Вот вам предстоит сначала в себе поковыряться, потом под давлением какой-то жизненной ситуации в себе это проявить, а потом наслаждаться этим, наслаждаться тем, что вас отличает от других людей. Да, кстати, благодаря этому у вас вот какой-то огромный круг общения и какое-то особое положение идет в обществе. Особое, вот как с особым уважением к вам относится, с почетом к вам относится. Знаете, кто-то прям к этому, как благоговение, да,
прям перед вами там человек в дрожь впадает. Интересно, очень интересно. Так, что еще? Очень важный момент, мои хорошие, очень важный момент, чтобы вы для себя точно знали. Этот момент касается здоровья. Я понимаю, что все вы разные, что отсыпка у нас общая, но я буду говорить, как вижу, а вы уже кто как поймет, да? Кто как поймет, так оно и вам идет эта информация. Передо мной человек, который к своему здоровью относится, плохо. Плохо относится. Вот буду говорить, как вижу. Плохо вы относитесь, вы себя как-то не цените, не любите, о себе в последнюю очередь думаете, может быть, и вообще не думаете. Вот кто-то у меня уже сейчас столкнулся с проблемами по здоровью, а у кого-то, возможно, еще будет такая ситуация. Вас высшие силы, просто принудят к тому, чтобы вы себя полюбили, к тому, чтобы вы за собой следили, к тому, чтобы вы заботились о себе и чтобы вы берегли свое здоровье. Вы свое здоровье поправите, это точно, 100% поправите. Плюс вы еще поменяете, скорее всего, образ жизни, там, может быть, пищевое поведение, может быть, какие-то пристрастия свои уберете из жизни. Вы превратитесь, либо дойдете до такого момента, что станете чуть ли не абсолютно здоровым человеком. Мало того, что вы сами этим будете пользоваться, так вы еще и будете других людей поддерживать, подсказывать, помогать, да, советами. Может быть, даже как будете вот прям, не доктор, может, кстати, кто-то из вас и доктор, да. Может быть, будете совмещать там и физкультуру, и питание, и какие-нибудь там практики. Вы будете давать людям как рецепты, да, чтобы люди могли тоже себе помочь. Вот такая еще информация. Поправить. Вы свое здоровье, так что не думайте о плохом, не думайте. Просто если бы раньше, оно бы, конечно, было лучше. Но видите, вы такой человек, вы слишком много о других думаете. Так, еще обязательно кого-то спасти. Вы кого-то спасаете. Кто-то спасет животное, кто-то спасет человека. Это может быть что угодно, это общая отсыпка. Но я вижу, что какое-то невероятно хорошее дело вы должны будете сделать, и вы его сделаете. За это дело исполнится ваша самая-самая заветная мечта. Либо какая-то очень яркая ситуация произойдет в вашей жизни, которая очень похожа на чудо. Вот так вот, мои хорошие. Так что делайте добрые дела. Как говорят, сделай доброе дело и забудь о нем. Вам обязательно воздастся. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.